Война 08-08-08, так ее нарекли журналисты. Конфликт между Грузией и Южной Осетией тянулся еще с конца 1980-х годов. Наиболее кровопролитные столкновения между сторонами происходили в 1991-1992 годах. В ходе конфликта тогда были убиты и пропали без вести более 1000 человек, ранены более 2500. В 2008 году ситуация обострилась до предела. При этом во второй половине июля Грузия провела у себя совместные военные учения с США, на которых отрабатывался сценарий нападения и захвата территории Южной Осетии. Было ясно, что зреет крупный военный конфликт. И вот в ночь с 7 на 8 августа 2008 года артиллерия Грузии ударила по Цхинвалу и позициям российских миротворцев, находящихся на линии разграничения сторон. В то же время в самом Цхинвале в результате грузинского артналета сразу же появились жертвы среди мирного населения. Город оказался застигнут врасплох, но жители мужественно встретили весть о грузинском вторжении. Еще одним трагическим эпизодом начального периода войны стала гибель российских миротворцев от огня грузинских залповых установок. Этот факт окончательно убедил российское руководство в отсутствии перспективы мирного урегулирования конфликта. И президент Российской Федерации Дмитрий Медведев объявил о начале операции по принуждению грузинской стороны к миру. Это потом уже будут знаменитые кадры грузинского президента Саакашвили в отрешенном состоянии, жующего свой галстук, и другие кадры Саакашвили, убегающего в панике от якобы российских самолетов в горе. Потом будет и знаменитый доклад спецпредставителя председателя ООН Хайди Тельявини, признавший, что войну 8 августа 2008 года начал именно Саакашвили. И самое главное, будет и признание России независимости Абхазии и Южной Осетии. А пока наш народ с тревогой следил за тем, что происходит в Южной Осетии, понимая, что в случае удачи там грузины обязательно продолжат и у нас. 9 августа 2008 года с утра российская авиация начала наносить воздушные удары по грузинским войскам, тем самым существенно способствуя резкому снижению скорости их наступления. Колонны российской 58-й армии, составившей основной резерв и главные силы обороны на южно-осетинском направлении, двинулись через Рокский тоннель на помощь миротворцам и южно-осетинским отрядам ополчения. На третий день конфликта грузинское наступление полностью выдохлось и началось движение линии фронта в обратном направлении. Итогом оборонительных боев стала в первую очередь полная остановка грузинских войск, их потери и полная дезорганизация. Именно к этому моменту в грузинском руководстве началась паника, вызванная нависшей угрозой полного военного поражения. И сам президент Грузии Михаил Саакашвили просил страны НАТО вмешаться в конфликт и спасти Грузию. Всего 5 дней длилась операция по принуждению Грузии к миру, но ее последствия оказались весьма серьезными. 8 августа навсегда вписано в историю молодой республики Южная Осетия трагической датой. В этот день вспоминали жертв грузинской агрессии и в Сухуме. Посол Республики Южная Осетия в Республике Абхазия Олег Бацеев коротко рассказал об истории грузино-юго-осетинского конфликта. Присутствовавшие почтили минутой молчания всех, кто отдал жизни за свободу и независимость Южной Осетии. Сегодня практически все граждане Южной Осетии участвуют в памятных мероприятиях по погибшим в августе 2008 года. Многие из них вспоминают десятилетия, предшествующие этой скорбной дате. Мы говорим, что 5-дневная война, но фактически эта война была в течение последних 19 лет. Годы тяжелейших испытаний, тревожных и трагичных, но в то же время это были годы борьбы не только за выживание, но и борьбы за свою свободу и независимость. Президент Абхазии Рауль Хаджимба отметил, что общая задача юго-осетинского и абхазского народов – помнить о погибших защитниках Родины и невинно убиенных мирных жителях и передавать эту память из поколения в поколение. Героический южно-осетинский народ выстоял и победил. С ним были все те, кто желал развития и становления этого государства. И в первую очередь Российская Федерация. Несомненно, наши отношения Абхазии и народа Южной Осетии, вообще осетин, складываются испокон веков. И наша задача продолжить развивать эти отношения, выстраивать такие процессы, которые позволят нам всем состояться, создать условия развития наших государств
политическом, экономическом, военном отношении. Все те усилия, которые прилагаются сегодня российской стороной в плане наших союзнических, стратегических отношений, дают нам гарантии такого развития. Вечная память тем, кто сложил головы, защищая республику, вечная память всем тем невинно убиенным. Наша задача помнить об этом и передавать из поколения в поколение. Слова солидарности и поддержки юго-осетинскому народу высказал и советник-посланник посольства России в Абхазии Юрий Ясносекирский. События десятилетней давности, когда власти Грузии совершили неприкрытый акт агрессии против южно-осетинского народа, привел к многочисленным человеческим жертвам среди мирного населения. Погибли и наши соотечественники, наши миротворцы и солдаты. Мы помним их. И в этих условиях Россия, следуя своим международным обязательствам, обеспечит безопасность как Республики Южная Осетия, так и Республики Абхазия. Это чрезвычайно актуально и сейчас, когда грузинская военщина проводит военные учения у ваших границ. Мы верны нашей дружбе, нашему союзничеству и стратегическому партнерству. События августа 2008 года имели огромное значение и для нашей страны. У абхазской армии появилась уникальная возможность освободить Кадорское ущелье, территория которого на тот момент все еще находилась под контролем Грузии. Таким образом, пятидневная война имела значительные геополитические последствия, и, пожалуй, самым главным из них стало признание Российской Федерации независимости Абхазии и Южной Осетии. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.